До конца следующего года в Коми предстоит построить сразу 2 объекта обращения с твердыми коммунальными отходами, заявила на неделе министр природных ресурсов Екатерина Киселевич. Уже подобрано 15 вариантов размещения площадок. Теперь экспертам и местным жителям решать, где в итоге разместят новые комплексы. Ксения Лосева продолжит. Пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, батарейки и самые разные виды упаковки. Еще 10 лет назад никто особо не задумывался, куда исчезает то, что потребитель выбрасывает в мусорные баки. Как результат, переполненные полигоны по всей стране. В прошлом году только жители Коми произвели более 200 тысяч тонн отходов. На первом месте ожидаемо Сыктывкар – 62 тысячи, затем Ухта – почти 34. Для Республики Коми, наверное, эта тема уже актуальна уже давно, но сейчас, наверное, самый главный вопрос – это качественное исполнение этих полигонов, то есть чтобы они были со всеми требованиями, которые должны быть к этим полигонам, то есть и чтобы строительство шло действительно под надзором общественности и надзорных органов от начала и до конца. Так куда же пропадает и пропадает ли вовсе все то, что однажды было оставлено человеком как ненужное? Свои площадки для складирования сегодня есть в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, Вуктыле и Удырском районе. В других муниципалитетах своих полигонов нет, поэтому мусор возят в соседние. Так, например, на Ухтинском городском полигоне размещаются отходы не только из самого города, но и из Сосногорского, Ижемского, Троицко-Печорского, Устилимского районов и Северо-Книшпогосского района. А на полигон в местечке Дырнос в Сыктывкаре свозят отходы не только из самой столицы Коми, но и еще 6 районов республики. Техническая должна быть возможность, раз. Второе, никаких там рек, подземных рядом, чтобы туда токсины не попадали. Наверное, третье, конечно, чем больше плечо будет воски, тем дороже это для нас будет. Конечно, желательно, чтобы эти все условия были соблюдены и как можно ближе к точкам сбора мусора. Для сравнения, в соседней Кировской области, площадь которой в 3,5 раза меньше Коми, действуют целых 24 полигона. В Коми на сегодняшний день всего 9. Они переполнены, а часть и вовсе в скором времени может быть закрыта из-за расположения на приаэродромных территориях. Республика была одной из первых, кто приступил к переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все мы хотим жить в чистой республике, но, к сожалению, каждый из нас производит какое-то количество мусора, которое куда-то надо девать. И к этому вопросу надо подходить, конечно, в современных рамках, по которому живет сегодня весь мир. Может быть, взять людей, которые каких-то руководителей общественных организаций, может быть, свозить их на заводы, которые сегодня благополучно работают там, в Саратовской области, в Московской области, в Казани, и посмотреть, как идет сортировка, как идет переработка этого мусора, как идет захоронение его, какие фракции выделяются и так далее. Один из таких комплексов и полигон ТКО предполагалось построить в Выжгинском районе Сыктывкара. Однако идея не прошла общественные обсуждения. В декабре прошлого года глава республики провел встречу с местными жителями, где объявил о том, что решения о строительстве мусоросортировочных комплексов будут приниматься только после детального анализа, заключения экологов, а также с учетом мнения общественности. По поручению главы республики Минприроды Коми организовала подбор альтернативных вариантов земельных участков. Поступили предложения по выбору участков всего 15 вариантов. 7 по Южному кусту – это Сторожевск, площадка дальняя в районе Мандыча, Соколовка, Зеленец, Иб, Кайгородок и 1 площадка на землях лесного фонда. 8 предложений поступило по Северному кусту. Эти варианты тщательно рассмотрели профильные специалисты Минприроды Коми вместе со специалистами администрации муниципальных образований, надзорными и природоохранными ведомствами. Согласно территориальной схеме обращения с отходами республики, к концу 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию 2 объектов обращения с ТКО. Они будут обслуживать Сыктывкар, Ухту и ближайшие к ним районы. В скором времени будет проведена работа по выбору конкретных мест из предложенного списка. При строительстве объектов Коми учтет и опыт соседних регионов. Это позволит ускорить работу, чтобы выполнить показатели нацпроекта «Экология», по которым к 2024 году 36% отходов должно уходить на переработку, а к 2030-му объем мусора, направляемого на полигоны, должен снизиться и вовсе наполовину.
сегодняшние, так сказать, предложения альтернативы таких участков и посыл к тому, чтобы вовлечь в это дело в обсуждение максимальное количество общественности, это хороший показатель того, что власть нас услышала, и мы, в том числе наша профсоюзная организация, готова участвовать и в подборе площадки, и не только, скажем, мы готовы посмотреть и проект, мы готовы сопровождать это строительство, потому что все, в принципе, достаточно просто. Есть Санпин, строитель, есть СНИП, строительство таких сооружений, и они достаточно грамотно готовятся, но очень важно посмотреть, чтобы все было в соответствии с проектом. В Минприроды подчеркивают, процесс выбора участков под новые комплексы будет максимально открытым, а также учтет мнение всех заинтересованных сторон – общественности, местных жителей, экспертов-экологов. Сама же площадка будет построена с учетом современных требований, а главное – исходя из безопасности для человека и экологии. Очень важно, чтобы и наш Минприроды, и наш региональный оператор перед выбором места строительства достаточно подробно бы разъяснил общественности, что и как там будет строиться, что и как там будет обрабатываться, перерабатываться, и что в результате будет получаться. Сегодня общественники предлагают сразу несколько форматов работы над вопросом и приглашают подключиться как можно больше людей. Простых обсуждений и круглых столов будет недостаточно. Совместно с экспертами необходимо, например, выезжать на места, проводить необходимые замеры, говорить с жителями, представителями надзорных структур и органов власти и только потом делать выводы. Ну и, конечно, важно не ограничиваться лишь строительством новых объектов. Перейти на качественно новый уровень обращения с отходами получится только при формировании у населения грамотной культуры обращения с ТКО.